Ну вот мы пришли купить мясо в Жеребятино. Давайте посмотрим, что у нас есть. Как выбираем? На что смотреть? Пожирнее. А? Пожирнее. Пожирнее? Пожирнее, посвежее. Цвет мяса или что? Какую часть, кстати? Заднюю часть. Заднюю часть жеребенка. Отлично. Здесь что-нибудь есть? Давай я возьму. Все. Вот такой косман. Поменьше. Меньше? Мы будем порционально готовить. Косточкой. А у вас жеребятина откуда? Чероптя. Чероптя. Жирное чероптинское мясо. Поменьше у нас куски все большие. Отлично. 450 стоит кусочек мяса. Прям как на ценник. Скутелька, скутелька. Вот, пожалуйста. Ну вот все, мы как бы закупили то, что нужно. Мясо курицы, грудинку и мясо жеребятины. Это все нам нужно для того, чтобы мы уже на кухне бара «Чердак» начали готовить каталонский пирог. Если я не ошибаюсь, правильно назвал? Шотландский. Шотландский? И шотландский. А, и шотландский. Тут даже два блюда получается. Два разных блюда. Посмотрим, что можно сделать из местных продуктов на обычной якутской кухне. Примерно там, 120 грамм. Да. 120 можно взять. Так, отлично. Потом ее нужно что, упаковать в пленку? Нет, мы будем отбивать. Интересно. Я обычно так беру молоток и сразу по ним. Нет. А пленка что дает? Пленка дает. Для чего еще раз пленку сверху мяса? Чтобы что случилось с мясом? Для отбиваться. Хорошо. Чтобы равномерно не забрызгать кухню. Было все чисто. Что сказать нам? Все чисто, аккуратно, да? Да. Хорошо. Так, теперь отложили ее. Сейчас Готовим начинку. начинку. Ура. Так. Берем примерно по грибочка. Вот, это у нас шампиньоны, если кто не в курсе. Да. Просто. И порубаем их ломтиками. У нас идет на начинку. Так, грибы идут на начинку. Сыр. В первую очередь сыра. Сыр натираем. Сыр на крупной терке натирается. А его полностью надо или Нет. Так, сколько? Идет На порцию, да? порция все. Идет масса, например, грибов 30-40 грамм. И это у нас начинка будет. Она и сливочное масло. Сливочное масло. 30 грамм. Примерно в равных частях. Да. Масло. Так же. Масло тоже на крупной терке. Кого должно получиться три горки? Грибов, сыра и масла. Начинка такая получается. Отлично. Управляем сливочным и растительным маслом уже. Сковородку. Начинаем жарить грибы. А сколько времени они должны жариться? Обжаривается минуты 3. 3 минуты. Да. Время засекаем. Жарятся грибы. Идет нарезка репчатого лука. Добавляем тоже грибы. Все, этот лук сразу идет на сковородку к грибам. Время от времени надо помешивать, чтобы не пригорело.
болгарского перца и рубим соломкой. Жарили. Добавляем сыр. Уже обжаренные грибы. Сыр. Сыр. У нас здесь сливочное масло. И масло. 2 оставшиеся горки. Все будем замешивать. Начинку нашу. Теперь это нужно все тщательно перемешать. Примерно до какого состояния все это нужно, чтобы они вот как бы полностью перемешались, как салат? Можно сказать, как салат. Ну вот что-то как салат готовите, примерно такого же состояния, наверное. 15 минут в холодильнике, да, чтобы немножко охладилось. Отлично. Сейчас пока Эмиль подготовит все необходимые ингредиенты, и мы начнем. Так, ранее купленное нами мясо на крестьянском рынке, жеребятина, вот мы ее мелко порубили ножом, добавили туда также мелко рубленый лук и соль, специи, свежемолотый перец вот через такую мельничку. Более такой душистый, ароматный вкус придает мясу. Все замешиваем. Теперь все это нужно хорошенько перемешать. Фарш готов у нас. Да. Сейчас будем катать Мясо готово. И следующий этап это у нас будет подготовка теста. Тесто оно у нас слоеное, бездрожжевое. Тоже оно уже готовое. Поэтому можно, не заморачиваясь, взять его уже в магазине. Итак, мы взяли кусок слоеного теста. Сейчас его посыпали мукой. Что будем делать, Эмиль? Он его как бы делит напополам, вот квадратик. У нас на порцию будет квадратики. Треугольник, это получается одна порция, да? Да. Так, у нас тут с одного листа получается 2 порции. Как конвертик выглядит. Раскатываем. Это не трогаем. Так, верхнюю часть раскатывать не надо, только вот основание треугольника получается слегка. Как бы если поделить треугольник на вершинку и основание, то вот нижнюю часть, получается, мы слегка раскатываем скалкой. Это для чего делается? Это у нас сам каркас получается для пирога. Берем 100 грамм фарша. Так, значит, примерно 100 грамм. На глаз. Да, там. Главное, чтобы все поместилось. В принципе, как пирожки дома делаем, так вот, чтобы много не было этого мяса, чтобы смогли завернуть его. Теперь выкладываем мясо на непосредственно тесто. Главное, чтобы все теперь это можно завернуть, получается как конвертик почтовый. Так, все так же. Вот слева и справа уголки к середине. Ну, как вы видите, очень напоминает почтовый конверт. Скатываем немножко. Верхнюю часть еще раз немножко скалкой. Все зажимаем. И да, важно вот нижнюю часть основания тоже прижать, чтобы не разъехалось. Теперь снизу вверх поднимаем рулетиком. Готовы. И вот кончик, получается, закрывает конвертик. Вот так вот он в итоге будет выглядеть. Так, теперь следующий этап, что у нас? Это что такое?
мы... Пергаментная бумага или что это? Это пергаментная бумага. Мы выкладываем. Вот в бумагу мы выкладываем наш получившийся конвертик. Разбили яйцо. Одно. Будем смазать пирог. Отлично. Полностью яйцо. И сверху покрывается кисточкой. Смазываем наш пирог, чтобы получилась такая блестящая корочка, видимо, да? Да. У нас получится красивый. Будет такой яркий, золотистый цвет. Посмотрим, что получится, когда он выйдет из печки. Прогрев делает. Теперь наш пирог получившийся мы положили в печку. Там температуру выставляем 180 градусов. Вот это вот домашний печак много есть. Сколько времени там должен там? 20 минут. 20 минут готовится. 20 минут. Ну, нам, чтобы ускорить процесс, мы немножко подняли температуру до 190 градусов. Вот. Посмотрим в конечном итоге, что получится. Пока готовится наш пирог в печке, мы обратно вернулись к первому блюду. Это шампанское яйцо. Вот наша начинка. Да, вот то, что лежало в холодильнике. Просто сворачиваем маленький шарик. Это были грибы, шампиньоны, масло и сыр. Вот. Для чего лежало в холодильнике? Для того, чтобы оно вот немножко как бы охладилось, чтобы можно было легко скатать вот такой вот шарик. Потому что когда он теплый, вот так не получится, чтобы оно слиплось. Примерно наберем. По весу оно где-то 118-120 грамм. Так. Берем, до этого мы отбивали куриную грудку. Вот. И Мы заворачиваем шариком. Все. отлично. Ту грудку, которую Отбивали до этого. да, прошлись пыльным молотком. Я уже легко. Это Просто. у нас шарик. Мы сейчас будем, для этого нам нужно просто яйцо одно и панировка нам нужна для этого. Мы просто сейчас во фритюре будем обжаривать. А панировка это что? Сухари? Это панировочные сухари. Они уже готовые, да? Да, продаются в любом магазине. Все просто. Все. Отлично. Вот наш яйцо. Давайте начнем. Мы макаем полностью яйце. Чтобы яйцо полностью как бы пропитало куриное мясо. И после этого уже обсыпаем его сухарями. Чтобы получилась такая вот корочка. И все обжариваем, идем. Если у вас как бы завалялся кусок хлеба, то можно засушить и просто сделать сухари домашние. Не обязательно покупать готовую панировку, да, вот, в домашних условиях это делается очень просто из сухарей. Для тех, у кого там сложности с производительницей, допустим, нет на кухне, да, можно сделать, да, можно запечь в духовке, а какая температура? 180 градусов. 180 градусов и время? 20 минут. 20 минут. То есть два способа. Либо во фритюре, либо в духовке. Жарится он примерно 5 минут. 5 минут хватает. Для полностью жарки, да. После того, как мы вынули наш шарик из фритюра, его необходимо довести до готовности.
Приятного аппетита. Наша еда готова. Кто не хочет готовить дома, приходит в наше заведение. Мы всегда рады гостям. Ваш чердак. Вот, наконец, мы приготовили наши замечательные, вкусные, непередаваемые ощущения от запаха, который здесь летает. Очень аппетитно выглядит. Так что готовьте с удовольствием, готовьте с душой и отдыхайте в баре «Чердак». Вот так вот выглядит шотландское яйцо изнутри. Виски почти проглотил язык. Очень вкусно. Как мне посоветовали друзья, это блюдо надо пробовать вместе с настоящим шотландским виски. Вот, смотрите, вроде все очень вкусно, аппетитно выглядит. Очень горячая. Вилкой, конечно, неудобно, лучше руками. Прямо обжигающе тает во рту. Тесто такое сочное, рассыпчатое. Даже не ощущаешь, как будто ты его съедаешь. Натурально вот обволакивает вкусом полностью рот. Очень интересное ощущение. Советую вам приготовить и попробовать это.